Вот укрепление, и в город можно было въездить 4 брамами, дорогу. Да? И потом вы увидите тоже план этого города, как он был построен. Давайте пойдем дальше. Подождите, пропустите это. Подождите. Давайте подождите. Ребята, подойдите, пожалуйста. Прошу вас. Несколько слов вам скажу. Потом будет время на фотосессию. Красавица. Катя! Ой, Катя, боже мой, Таня, быстрее. Сейчас укушу за ухо, Таня. Я вам вчера разговаривал о том, что в 1569 году в Польше была продолжена польско-литовская уния. Да? Да. В это же время одним из самых богатых и хороших в Польше бояров был Ян Замойский. Он тоже принимал участие в этом решении, а потом тоже принимал участие в решениях, как выбирать польских королев. И он был, можно бы так сказать, одним из главных архитекторов следующей системы политической Польски. Понимаете? То, что шляхта приезжала в Варшаву, выбирала королей, даже и он, можно бы сказать, показывал шляхте, которого короля можно выбрать. И он, этот Ян Замойский, в 1580 году решил этот город просто себе посмотреть, как город крепость. Ну и я вам говорю, что этот город был просто крепостью до 19 века. А как называется? Могу еще вам сказать, что с Самошком связана есть такая сказка. Это правда была просто. Знаете такую систему, как это сказать, как я вчера говорю, расскажи о этом шведском столе, потому что я... шведский стол. Шведский стол откуда взялся? Так где это было? Ну здесь, в Замочке. Здесь. Ну, короче говоря, оборона. В 1655 году Польшу захватили Швеция. Они захватили почти всю территорию нашей Польши. Несколько городов только они не смогли добыть, в том числе Częstochowa и тоже Zamość. И они окружили Zamość и хотели добить этот город и не могли. Не могли, обратились кто здесь был? И тоже Ян Замойский, которые называли его Собеком. Ну, короче, этот Ян предложил, что я вас накормлю, напою, но вы уйдете. Вот. Но что он сделал? Он, получается, накрыл столы для этих солдат шведских, но не поставил стульев. С тех пор и пошло название «шведский стол». То есть вы знаете, когда много всего, человек подходит, берет что-то, а много ты не постоишь за шведским столом. Потом съел, выпил и общий привет. Обычно мы как, у нас наши все празднества идут, мы сели за стол, едим, пьем часами, да, а тут особо же не попьешь. И вот с тех пор стало называться, вот отсюда пошло название «шведский стол». Да, и я что-то хотел сказать. Теперь, может быть, пойдем, там есть магазинчик, сделаем так. Теперь будет 1 час 20 минут свободного времени. Вы можете здесь походить по магазинчикам, по другому городе, а там, где есть это есть ратуш, там есть магазин с памятками, где можете покупить памятки информационные, и там тоже можем получить материалы на русском языке. Хорошо. Давайте там пойдем. Единственное, посмотрите, пожалуйста, все на свои часы сейчас, на мобильные телефоны, с который час. На польский, пожалуйста, потому что у нас дальше программа, чтобы
Z tego co ja kojarzę, to na 100% zdecydowałam zupełnie. Wtedy. Ale, no to jeżeli Ольга, давай ближе. Вкусно и подпеваю. И раз, два, три, четыре. Валерия, Валерия, шагает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Опустили руки, Валерия. Влада. Влада, опусти руки. Оля, подними глаза. А веселее. А веселее. 3, 4. Америк и других заморских стран. Ты уже не просто школьник, а важный капитан. Малина, крокодил, он море переплыл. А веселее не совершенно. Мира покорил, малиновый крокодил. О, всего Малина, крокодил, он море переплыл. Он мира покорил, малиновый крокодил. А руки? Та-дам, та-дам, пара-па-пам-пам. Опустила руки. Пара-па-па-па, хе-хе-хе-хе. А с крокодилом веселей. Веселее. Малиновый крокодил, Влада, он море переплыл. а синий? Полмира покорил, малиновый крокодил. А руки какие? Крокодил. Вот ты все перепутала, стали быстренько раз, два, три. Чем? Ты можешь уйти. Можно идти. У вас микрофоны есть? Опустили микрофоны. Якщо не земля, яку так люблять діти. Там весело усім, зорепад. Нам двері відкривав, і манить небо до самих зірок. Зорепад. Там творяться дива, до них лише ступить єдиний крок. І знов в дружнім колі усіх нас єднає зорепад. І двері гостинно свої відкриває зорепад. Теплом своїм знову серця зігріває зорепад. І друзі до себе щороку скликає зорепад. Зорепад. Тільки добро і слава панує. І завжди звенить дитячий щирий сміх. Щороку нам казку зорепад дарує.
кличе щиро всіх, зорепад нам двері відкрива і манить небо до самих зірок. Зорепад тут твориться дива, до них лише ступить єдиний крок. І знов в дружнім колі усіх нас єднає зорепад. І двері гостинно спокій відкриває зорепад. Де в